Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает свои детские новости. В студии Анжелина Матлашук. И Никита Павлов. Здравствуйте. Вот и закончилась первая учебная неделя. Каникулы пролетели вообще незаметно. Правда, Никита? А что поделать? Учение свет, а не учение, сама знаешь, Анжелина. Уж лучше учиться. Согласна, Никита. Особенно интересно учиться по новеньким учебникам. Я понял, о чем ты. В стране планируют разработать государственные учебники по русскому языку, как и по всем обязательным школьным предметам. Всего будет подготовлено 19 книг с учетом того, что для отдельных классов учебник будет включать несколько частей. Это займет не менее 2-3 лет. Специалисты рассчитывают, что новый механизм подготовки госучебников по русскому языку сделает их более дешевыми, как это было сделано с учебниками по истории. Взрослые отмечают, что их цену удалось снизить почти в 5 раз по сравнению с коммерческими аналогами. Кстати, новые учебники еще придется подождать, а вот новые предметы в школах ввели уже в этом учебном году. В наших школьных расписаниях они появились в сентябре. И хоть названия некоторых из них нам знакомы, суть самих дисциплин поменялась. Алеша Синкинеев расскажет все подробности. С этого года в наших школьных расписаниях появится ряд новых учебных предметов. И хоть названия у некоторых из них нам знакомы, суть самих дисциплин поменялась. В ближайшие несколько минут расскажем подробности. Технологию переименовали в труд. Программа не предусматривает деление на мальчиков и девочек. Они могут учиться вместе, если школа не примет иное решение. В начальных классах программа состоит из 4 модулей. Дети учатся работать с бумагой, картоном, тканью, пластиком и поролоном. С 5 по 9 класс предмет включает такие модули: автоматизированные системы, животноводство, растениеводство, а также 5 обязательных: производство и технологии, компьютерная графика, черчение и робототехника. Основу безопасности жизнедеятельности заменили на основу безопасности и защиты Родины. Обновленная программа разработана для учеников 8, 10 и 9, 11 классах и включает 11 одинаковых модулей. К привычным нам темам про правила дорожного движения, пожарную безопасность и проведение при ЧС добавят новые, связанные с начальной военной подготовкой. Ученикам 8 и 9 классов расскажут о действиях во время военной угрозы. Ребятам из старших классов расскажут о службе по призыву и по контракту. Также для них будет практика. Они освоят навыки строевой, тактической, огневой подготовки. В расписании появилось зимневедение. Предмет факультативный. Учителя будут проводить занятия раз в неделю после уроков или в рамках программы «Разговоры о важном». Оценок контрольных и экзаменов не будет. Изменились и программы некоторых предметов. Например, разработаны программы по изучению родных языков регионов России. Новые модули включают темы культуры, традиционного быта и философии народов, которые на них говорят. На уроках физкультуры дети смогут заниматься новыми видами спорта: городками, гольфом, биатлоном, скалолазанием, спортивным туризмом, ушу, хоккеем на траве и многим другим. Каждая школа сама выбирает подходящие модули в зависимости от своих возможностей. Да, действительно, в сфере образования ежегодно происходят изменения различного характера, и конкретно изменения, которые введены с этого учебного года, дают возможность обучающимся и учителям развиваться по различным направлениям, так как новые предметы, то есть это не новые предметы, это предметы, которые уже есть, просто немножко усовершенствованные в целях воспитания патриотизма, в первую очередь, воспитания, развития творческого потенциала обучающихся. Вот эти изменения, как практика показала, очень хорошо повлияли на интерес обучающихся к образовательной деятельности и на вовлеченность всех участников
образовательной деятельности нашей школы. Ну а на уроках запретили пользоваться телефонами, а также умными часами с сим-картой, в том числе для учебы. Исключение – перемены и экстренные случаи, когда возникает угроза жизни или здоровью школьника. На этом все. Хорошего дня! А вот у школ нашей республики все больше появляется собственного школьного транспорта. Ключи от новеньких автобусов торжественно вручили колледжам и сельским школам Якутии. О том, как это было, знает наша коллега Диана Сивцева. Произошло радостное событие для школ республики. Все 17 автобусов отправились в разные места Якутии. Теперь дети смогут совершенно бесплатно ехать на мероприятия и соревнования. Новым транспортом теперь обеспечены удаленные школы Вилюйской группы районов, Заречных, Центральных и даже самых далеких, таких как Верхоянск и Верхнеколымские улусы. Если раньше из-за отсутствия школьного автобуса детям часто приходилось отказываться от поездки на какие-нибудь мероприятия, теперь такой проблемы не будет. Проезд в автобусах будет бесплатный, а сами машины достаточно удобные и вместительные. Сколько ли это будет стоить и как вообще дети смогут ездить на них? Ну, дети, каждый автобус, например, вот мы сидим в автобусе, это ГАЗ 322-171, а там мест 10 мест, да? 10 детей могут перемещаться в данном автобусе, и вы можете, например, в школе какие-то занятия, куда-то в отдаленном месте находитесь, и туда можете перемещаться в данном автобусе. В наши суровые зимы огромную роль играет еще и обустройство транспорта, на котором мы перемещаемся. Особенно этот вопрос актуален в северных холодных районах. Новенькие машины как раз и рассчитаны на перевозку пассажиров в условия низких температур. Безопасно ли будет перевозить детей и будет ли им комфортно тут? Да, безопасно. Данные автобусы оборудованы всеми современными технологиями. Каждое сиденье имеет ремень безопасности. Автобусы исполнения северный вариант. Автобусы очень теплые. И автобусов специально оборудован проблесковые маячки. Автобус едет 60 км в час. Все соответствует по новым требованиям и требованиям законодательства перевозки детей. Обновление школьных автобусов по всей стране началось еще в 2016 году. С тех пор в Якутию привезли 507 единиц такого транспорта. Только за 4 последние года автопарки республиканских учреждений образования пополнились 200 новеньких школьными авто. Диана Сивцева, Григорий Охлопков, Якутск. Вот здорово! Теперь ребята смогут ездить и на соревнования. Или на фестивале. Кстати, один интересный фестиваль прошел на днях у нас в Якутске, а назывался он «Калейдоскоп талантов». Пианисты детской школы искусств номер 2 активно готовились к фестивалю. Каждый день плотно занят репетициями, ведь выступать пришлось перед преподавателем Центральной музыкальной школы Москвы. О том, как проходила подготовка к фестивалю, расскажет Лера Антонова. На фестивале «Калейдоскоп талантов» участники могут продемонстрировать свои навыки игры на фортепиано. По требованию фестиваля первый приз сочинения должно быть от якутского композитора, а второй по выбору участника. Фестиваль «Калейдоскоп талантов» проводился в честь знаменательного события. 8 ноября все те, кто играет на фортепиано, отметили Международный день пианиста. У нас в республике очень много талантливых ребят, в том числе и музыкантов. А главная цель фестиваля – это повысить уровень исполнительского мастерства. Традиционно на нашем фестивале будут председателем жюри, и приглашенным нашим экспертом. Это Наталья Викторовна Богданова. Она является деканом факультета фортепиано, заведующая кафедрой специального фортепиано Центральной музыкальной школы Академии исполнительского искусства из города Москва. В музыке, как и в спорте, просто необходимо быть упорным и дисциплинированным. И с этим не поспоришь. Но главное – это любить то, что ты делаешь. Мы пообщались с ребятами перед началом фестиваля и узнали, что же для них игра на фортепиано. По-моему, фортепиано очень красивый инструмент из-за того, что он произносит очень красивые звуки, и это как мелодия волны. Фестиваль стал замечательной традицией, объединяющей юных музыкантов не только нашей республики, но и творческих людей из регионов России. Пианисты полны энтузиазма и с радостью дарили зрителям незабываемые впечатления от захватывающего и виртуозного исполнения.
Валерия Антонова, Семен Семенов, Якутск. Еще одно классное мероприятие в эти дни прошло в нашей столице. Первая молодежная отраслевая ярмарка трудоустройства. Она называлась «Шаг к карьере». На мероприятии собрались представители промышленных компаний и студенты, которые в скором времени станут настоящими специалистами. Таня Афанасьева побывала там и расскажет подробности. На сегодняшней ярмарке выпускникам могут помочь составить резюме, а также те, кто ищет работу, могут подать заявление на профобучение. Здравствуйте, меня интересует профобучение. А профобучение, как оказалось, можно получить в разных направлениях. Нам предложили варианты профподготовки, переподготовки или повышения квалификации. Ярмарка трудоустройства молодежи оказалась достаточно востребованной, так как организаторы отметили высокий интерес со стороны молодежи. Вместе с тем, в этом году в республике выпускниками школ стали более 10 тысяч человек, треть из которых специалисты с высшим образованием, остальные – среднего звена. Однако лишь половина из закончивших учебное заведение официально трудоустроилась. Сегодня выпускники учебных заведений продолжают испытывать некоторые проблемы по трудоустройству, по специальности, так как у них отсутствует опыт работы. В этом мы стараемся сейчас им помочь через новый молодежный кадровый центр, где они смогут уже во время учебы в колледже получить первый трудовой опыт, первые заработки. Создаем условия для заключения договоров о целевом обучении. Все для того, чтобы при выпуске они были уже уверены в своем трудоустройстве и уже знали своего будущего работодателя. Участниками ярмарки вакансий стали более 300 студентов и выпускников со всей республики. А на выбор ребятам представили 170 вакансий. Участники получили возможность ознакомиться с предложениями от крупнейших работодателей города, узнать о перспективных вакансиях и даже пройти собеседование прямо на месте. Так как сейчас рынок соискателя и молодые специалисты еще могут позволить себе выбирать именно наилучшее место работы для себя, наиболее перспективное. Сегодня у нас площадка «Ассессмент» наоборот, где работодатели наоборот будут рекламировать, продавать трудоустройство у себя перед молодежью. А среди потенциальных работодателей в этот день были представители 15 компаний. Очевидно, что ярмарка дала ее участникам уникальную возможность не только найти работу своей мечты, но и получить ценные советы по построению карьеры. Организаторы ярмарки выразили надежду, что она станет традиционной и ежегодной, так как такие мероприятия способствуют развитию кадрового потенциала республики и укрепляют связи между бизнесом и молодым поколением. Татьяна Афанасьева, Илья Сыромятников, Якутск. Так много разных профессий в мире. Вот, например, модели. Они такие красивые, а модные показы так вообще завораживают. А вот как раз-таки про модные показы и моделей наш следующий материал, который подготовила наша коллега Наташа Колосова. Быть модным с детских лет, посещать модные показы – это супер. Мы решили с нашей съемочной группой посетить мир моды. Это очень интересно, стильно и красиво. Фэшн-показ в якутском стиле. В столице прошел благотворительный показ мод с участием от ведущих дизайнеров и брендов Якутии. На подиуме наряды представили 200 моделей в возрасте от 4 лет. Сколько лет ты занимаешься моделью? В модельном я занимаюсь 2 года. А почему ты занимаешься моделью? Почему? И тебе нравится быть моделью? Почему? Ну, я когда сразу сюда пришла, я все чувствовала, что я буду здесь заниматься и буду здесь самой красивой быть. Эти темы показались нам самыми заметными и интересными. Желаем телезрителям отличного выходного. До встречи в эфире.